Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 9 сентября 2022 года, и в этот пасмурный день в городе Гамбурге я поздравляю весь украинский народ, все прогрессивное, цивилизованное сообщество с успехами, которые воодушевляют нас, вселяют нам надежду, что все-таки правда, добро должны побеждать, справедливость, правильность должны побеждать. На Херсонском, Харьковском, Запорожском направлении русские оккупанты несут потери, сдаются в плен, несмотря на то, что они усиленно готовятся к призыву призывников к этой войне, потом всеобщей мобилизации, хотя мобилизация как таковая идет, пока добровольно-принудительная, но по всей вероятности может быть так получиться, что они объявят всеобщую мобилизацию. Это их не спасет, потому что если мы правильно поступим, а русское или российское общество, оно не то чтобы против Украины, против чеченцев, оно абсолютно автономно и как друг от друга, и от власти в России. И их задача, чтобы их не трогали и давали им зарабатывать. Это такие крысеныши, которых ничего не волнует, кроме их личная безопасность и их благосостояние. Но когда их начнут призывать в армию, насильно на войну призывать, на войну, на которой нет шансов победить у фашистской России, только лишь сделать эту войну какой-то сакральной, потеряв сотни тысяч или миллионы русских или российских граждан, для того, чтобы спасти жизнь Путина и банды КГБ, ФСБ, только лишь для этого будет сейчас набираться вот это новое мясо и будет объявляться мобилизация, если она будет объявлена. И если мы тут на Западе, зная, насколько немотивированные российские граждане, сможем им объяснить, что их посылать на верную смерть ради того, чтобы святость к трона Путина или банды КГБ, ФСБ стала еще более закоренелой в умах, в культуре, рабской культуре российского народа, я думаю, многие откажутся. И они, когда поймут, они не то чтобы нам наши союзники, нет, но они станут союзниками сами себе, когда их пошлют на явную смерть. И тогда начнутся появляться люди, которые будут говорить: нет, мы не пойдем. И есть большая вероятность, и именно поэтому Путин и банда ФСБ оттягивают объявление вот этой всеобщей мобилизации, потому что боятся последствий. Есть большая вероятность, что эта масса людей, огромная масса людей, может выйти из-под контроля и поступить не так, как хотели бы жители Лубянки и Кремля. Поэтому все отлично, победа за Украиной. В любом случае мир, прогрессивный мир, цивилизованный мир побеждает. И в этом не было ни малейших сомнений. Может быть, эта война растянется еще на полгода, на год, на два. Я не знаю. Неизвестно, как поведет себя российский народ, как себя поведет российская армия, которая фактически также посылается на заклание, которую мне еще меньше жалко, чем было бы мне жалко обычный российский народ, который погонят на эту войну. Поэтому поздравляю от всей души, от всего чеченского народа Украина, украинский народ, всю Украину. Слава Украине, слава ЗСУ, все будет Ичкерия.